Константина Затулина, самого проармянского. Мне запретили въезд в Армению. Я чистокровная армянка, мне запрещен въезд в Армению. То есть ситуация в чем? Они очень хорошо знают, что известные российские армяне имеют определенное влияние и на медиаполе, и на людей, и шла демонизация, то есть отключали от нашего медиаполя, или если вы что-то говорили, или другие говорили известные люди, это воспринималось штыки, то есть изначально, что говорилось из России устами армян, живущих в России, оно считалось, что это плохо, а потом уже разбирались. И, естественно, это тоже имело свой определенный эффект в плане разрастания и антироссийских настроений. Лишь, наверное, в последний год-два мы видим, что появилась какая-то определенная работа, то есть какие-то определенные нарративы в армянское медиаполе зашли, и мы всегда говорим об этом, что не нужно навязывать или заставлять людей в Армении становиться пророссийскими. Достаточно, чтобы люди думали про армянскими категориями, и все вопросы сами по себе решатся, потому что человек, мыслящий про армянскими категориями, он очень хорошо понимает роль, историческую религиозную роль России в защите армянской государственности и в защите безопасности армянской нации. И, естественно, он не начнет вовлекаться в различные антироссийские процессы. Например, та же Евразия. Почему Евразия стала такой звучной в Армении? Потому что, можно даже сказать, немного агрессивный заход, да, в Армению, когда люди начали делать массовые обменные программы, например, «Узнай Россию», например, эти пресс-туры. Люди поехали, своими глазами увидели Россию, то есть они увидели разрыв шаблонов, когда им в Армении говорится одно, а они едут в Россию и видят, что здесь, в принципе, все нормально, все хорошо. Например, наши журналисты, которые посещали Russia Today, они были ошеломлены современным уровнем подготовки, как делаются новости, техники и так далее. То есть для них это стараемся. Да, для них это было вот как-то. И сейчас, если кто-то что-то плохое будет говорить про Russia Today или остальные российские СМИ, или говорить, что в России голод, или говорить, что там, не знаю, транспорта нет, по улицам ходят медведи и так далее, вы знаете эти нарративы, естественно, они не поверят. То есть, когда работа пошла в этом направлении, когда люди начали приезжать в Россию, узнавать Россию от первых рук, а не от фильтрованной информации, ситуация совершенно изменилась. Более того, и Евразия, и некоторые другие организации в Армении, они применяют достаточно современные методы. Например, у нас есть аналитический центр стратегических исследований, инициатив. Он проводит международные площадки с участием российских экспертов и обеспечивает им очень хорошее медиасопровождение. То есть российские эксперты, они ходят по каналам, в том числе и государственным, и высказывают свою точку зрения. То есть смысл в том, чтобы человек открыл холодильник, из него вышел бы российский эксперт и сказал, а у нас в России такое мнение. Можно быть согласным, можно быть не согласным с этим мнением, но это работает. Есть еще несколько очень хороших форматов, которые в Армении задействованы. И мне кажется, при определенной целенаправленной работе все получится, потому что все в Армении, особо здравомыслящие люди, очень хорошо понимают, что если между Арменией и Россией, не дай бог, установятся вражеские отношения, глобально России будет немного больно от этого, но ничего. А останется ли Армения вообще на географической карте, это тоже будет очень большой вопрос. Спасибо. Последнее, что я хочу сказать, чтобы выступление не было просто выступлением, я вот предлагаю Алексею Сергеевичу по факт-чекингу после этой сессии мы можем переговорить, и мне кажется, что в Армении тоже есть потенциал, тоже присоединиться к этому всему. Тем более по факт-чекингу я скажу, у нас в Армении две организации занимаются факт-чекингом, и оба занимаются на западные гранты. Сейчас немножко там плохо, да, но, по крайней мере, если они найдут финансирование, они пойдут дальше. И вот эти факт-чекинговые компании, например, делали все, чтобы в том же Фейсбуке оппозиционные СМИ, пророссийские СМИ не имели нормальных просмотров. Они подписывали с администрацией Фейсбука договоры, в которых они писали там как бы жалобы, говорили, вот это пророссийская информация, вот эти дезинформаторы, вот эти такие. И некоторые СМИ закрывали. У нас, например, по одному из оппозиционных телеканалов, 5 канал вообще удалили Facebook страничку без объяснения, без ничего.
Мне кажется, вот по теме факт-чекинга... Вы можете обсудить после мероприятия, да? Все, большое спасибо. Спасибо вам большое. Если не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, ну скажем так, недружелюбные отношения, России, вы сказали, будет немного больно, России, конечно, будет очень грустно. А вот Армении, скорее всего, не будет вообще. Вот в чем ужас. Спасибо вам за ваше выступление.